Мы продолжаем наш пятничный видеосюжет, в котором, собственно, пятничное только то, что он касается банков, а пятница, как известно, неформальный деманкир. И сюжет называется «Евроцентробанк и Банк Англии воздержались, разочаровав рынки». Смысл названия видеосюжета будет ясен позже. Так вот, Банк Англии в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, которая является минимальным со времени основания британского Центробанка, который еще называется «Старая леди», а также сохранил прежний объем программы покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Это около 600 миллиардов долларов, что де-факто означает, что программа в настоящее время приостановлена. Вот, пожалуйста, одно, так сказать, проявление воздержанности. При этом Нацбанк Англии объявил, что реинвестирует 6,6 миллиарда фунтов прибыли от уже имеющихся вложений. Для сравнения, чтобы можно было сравнивать, так сказать, политику других центробанков, ставка Федрезерва США находится в целевом диапазоне от 0 до 0,25% годовых, и Банка Японии 0-0,1%. Наступило время традиционной пресс-конференции Марио Драги, и он прежде всего в начале своего брифинга заявил, что экономика еврозоны будет оставаться слабой в текущем 2013 году. Супер Марио также отметил, что понижательные риски сохраняются, хотя в то же время он прогнозирует восстановление экономики в следующем 2014 году. Это что-то новенькое, потому что раньше в своих комментах Драги обещал начало восстановления экономики стран еврозоны со второй половины 2013 года. Со слов Драги, инфляция должна снизиться ниже уровня 2%. И это тоже важный фактор, потому что открывает прямую дорогу к дальнейшему снижению учетных ставок. Инфляционное давление должно оставаться сдержанным, а инфляционное ожидание упасть. Глава Евроцентробанка также отметил, что активное повышение банков еврозоны кредитов, которые получили они ранее в рамках трехлетней программы LTRO, является позитивным сигналом, который говорит о стабилизации ситуации в финансовом секторе валютного союза. Между тем, слабое состояние экономики отражает подавленное настроение потребителей, инвесторов и замедляющийся внешний спрос. Но на финансовом рынке в стране улучшились. Доверие начало восстанавливаться при поддержке денежно-кредитной политики. Со временем начнет укрепляться и внутренний спрос, прозрачный драйв. К концу текущего 2013 года мы увидим улучшение, успокоил своих слушателей глава Евроцентробанка. По данным Евроцентробанка, банки вернули полученные ранее 140,6 миллиарда евро из 490 миллиардов евро в рамках трехлетней программы LTRO в декабре 2011 года, марте 2012 года. Пока статистика не подтверждает, что плохую ситуацию на кредитном рынке, то есть на получение этих денег реальными секторами экономики, удалось преломить. Кредитный рынок пока не остановился, показывают данные того же Евроцентробанка. Кредиты частному сектору сокращаются 8 месяцев подряд, а в декабре на 0,7%. Нефинансовым компаниям на 51 миллиардов евро. Домохозяйствам на 2 миллиарда евро. Займы домохозяйств в Испании, например, упали почти на 3%, в Греции на 0,5%, в Португалии на 0,6%, в Германии на 0,3%. Инвесторы ждали от Марио Драги комментариев в отношении укрепления европейской валюты. Но глава Евроцентробанка подтвердил озвученную ранее позицию, которая заключается в том, что валютный курс не является целевым показателем политики Евроцентробанка. То есть это, как говорится, следствие. При этом он отметил, что будет следить за курсом евро с целью оценки риска инфляции, поскольку укрепление европейской валюты создает риск существенного замедления инфляции. Со слов главы Евроцентробанка, наблюдавшееся в последнее время укрепление европейской валюты на мировом Форексе, само по себе отражает возвращение доверия к евро. И от себя добавим еще раз и повторимся, что по сути дела рост курса евро является хорошим знаком для стран еврозоны, поскольку евро, как мы говорили ранее, суть эмпирический индекс оптимизма. В то же время Драги указал, что в настоящее время реально эффективный курс евро близок к долгосрочному среднему. То есть ничего сенсационного в этом укреплении нет.
Евро укрепляется на протяжении последних 6 месяцев на 6,9%. Это лучший результат из 10 валют развитых рынков, по данным индекса Bloomberg. Доллар ослабел за это же время на 2,3%, а иена упала на пятую часть, на 19%. Драги признал связь курса евро экономического роста. Вербальная интервенция Евроцентробанка была успешной. Полагаю, что это, собственно, прозрачный намек, что если евро продолжит укрепляться дальше, регулятор может пойти на снижение ставок. Вот, то есть технически ослабить евро. Последнее, полагаю, вполне реально после опубликования через неделю, 14 февраля, данных о динамике ВВП еврозоны за декабрь 2012 года. Остроты и пикантности этим ожиданиям добавляет минус 0,1% ВВП США за этот же месяц.